Покопались в мусоре. Уфимские студенты начали исследовать содержание контейнеров для отходов. Бакалавры Башкирского аграрного университета совместно с Общероссийским народным фронтом проводят проект по изучению морфологического состава ТКО. Они смотрят, сколько из выброшенного может использоваться как вторсырье. Уже есть первые результаты и подсчеты. Артур Шамсудинов узнал, сколько денег выбрасывают жители в мусорный бак. Пока мусоровоз разгружает партию отходов, у студентов глаза на лоб. Одни морщат нос, другие хватаются за голову. Впрочем, чего не сделаешь ради науки. Главная задача сегодняшнего практического занятия – выяснить, что входит в содержимое мусорных баков. Чаще всего попадается стекло, тетрапак, вот такие вот упаковки, жестяные алюминиевые банки. В основном они. А это, между прочим, ценные компоненты, которые можно переработать. Цель научной работы студентов – приучить людей к раздельному сбору отходов. Ведь тогда до половины из мусорных баков пойдет не на полигоны, а на заводы. На сегодняшний день в Российской Федерации площадь всех полигонов и свалок, которых больше всего еще и незаконных, так называемых несанкционированных свалок, особенно в сельской местности, занимает в общей сложности территорию, где может разместиться такая страна, как Швейцария или Голландия. И это не считая того вреда, который гниющий мусор наносит воздуху, почве и водоемам. Чуть ранее студенты совместно с Общероссийским народным фронтом уже изучили морфологический состав мусора в Стерлитамаке и даже посчитали стоимость содержимого. В одном контейнере вторичных материальных ресурсов примерно на 170-180 рублей. То есть в каждом контейнере мы выбрасываем столько-то денег. Там, где жители МКАД могут отдельно собирать вторичные материальные ресурсы, сдавать их. То есть объем примерно в 2 раза сокращается. И жители могут экономить практически в 2 раза на платежах за вывоз ТКО. По словам специалистов, сегодня заводы по производству вторсырья не могут выйти на полную мощность из-за недостатка материалов для переработки, которые сейчас зарываются в землю. Ежегодно только на Уфимский полигон привозят около 400 тысяч тонн твердых бытовых отходов. Из них на сортировку ввиду мощностей комплекса уходит 1/4 часть, из которой на вторсырье набирается около 10%, хотя могло значительно больше, если бы изначально сбор мусора был раздельным. Вы, наверное, сами видели, что привозят, такие... В основном вот все перемешечку, вот это со всеми, извиняйте, пищевыми и всякими другими отходами жизнедеятельности кошек, собак и всего прочего. Естественно, это очень сложно сортировать. Для стимулирования жителей к раздельному сбору отходов в многоэтажках могут законсервировать мусоропроводы, а при строительстве новых домов и вовсе отказаться от этих систем. Что касается студентов, то они намерены и дальше проводить исследования не только в городах республики, но и селах, чтобы рассказать, сколько денег каждый раз выбрасывается в урну. Артур Шамсудинов, Азат Ишбулатов, Родион Матвеев и Атхат Анваров. Новости.